Добрый день, уважаемый эксперт. Меня зовут Буцарина, ученица 5 А класса Бердестявской улусной гимназии. Тема моей исследовательской работы – физико-химическое сравнение состава ультрапастеризованного молока на примере якутских и привозных производителей. Введение. В последнее время всю большую актуальность на рынке производства приобретает проблема несоответствия качества товара установленным критериям. И молоко не является исключением. Мы можем видеть по телевизору много разоблачающих передач, утверждающих, что молоко не так уж и полезно, и кроме того может содержать различные добавки. Так ли это? Да и цены на молоко разные. Может, это зависит от того, что в магазине продается молоко разного качества, но какое же из них выбрать? Везде ли будет хороший состав? Именно такие вопросы невольно возникают, когда заходишь в продуктовый магазин. Поэтому я решила исследовать физико-химический состав молока от разных производителей. Цель – определить качество молока по органолептическим и физико-химическим показателям. Задача – провести анализ литературных источников по составу, свойствам и качеству молока, установленным ГОСТом. Освоить методы определения показателей качества молока. Изучить и дать сравнительную характеристику образцов молока, взятых от разных фирм-производителей. Сравнить полученные результаты с государственным стандартом. Объект исследования – молоко, его состав и свойства. Предмет исследования – сравнительный анализ молока различных марок и фирм-производителей. Материал исследования – молоко, которое продается в продуктовом магазине села Бердестяг. Актуальность. Многие потребители, осуществляя покупку, ориентируются на известные марки и более высокую цену. Однако, как отмечают специалисты, это не является гарантией высокого качества. В своей исследовательской работе я решила экспериментально узнать, соответствует ли молоко, которое продается в наших магазинах стандартам, предъявленным к молоку ГОСТом. Гипотеза. Магазинное молоко может содержать различные добавки, не соответствующие требованиям ГОСТу. Социологический опрос учащихся 5-8 классов в нашей гимназии был проведен социологический опрос по 3 вопросам. Как мы видим, после опроса в основном люди покупают магазинное молоко, и по первому вопросу выявили 4 молока. Это молочный дождик, фермерское подворье, молоко Млада и День. Практическая часть. Определение органолептических показателей. Определили внешний вид молока, консистенцию молока, цвет молока, запах молока. Определение физико-химических показателей молока и выявление фальсификации. Определение степени разбавления молока водой. Разбавленность молока определяется добавлением в молоко этилового спирта. Если же хлопья появляются спустя значительно большой промежуток времени, значит молоко разбавлено водой. Молоко разбавлено на 20%, хлопья появляются спустя 30 секунд, на 40% хлопья появляются спустя 30 минут, на 50% хлопья появляются через 40 минут. Определение наличия крахмала в молоке. Крахмал могут добавлять в молоко, чтобы придать более густую консистенцию после разбавления водой. Если добавить в молоко несколько капель йода, и оно посинеет, значит молоко добавлен крахмал. Если молоко окрасится в бледно-коричневый цвет добавленного йода, то можно быть уверенным, что крахмала нет. Определение наличия кислых примесей в молоке. Для определения химических примесей можно воспользоваться лакмусовой бумажкой. Если примесей кислоты или кислых элементов нет, то лакмусовая бумага не изменится, а если бумага станет красной, есть кислота. Реакция на содержание белка. Значение белков в белке молока содержит все незаменимые аминокислоты, является носителем иммунных тел. Белки молока более полноценны, чем белки мяса и рыбы, и быстрее перевариваются. Белки молока являются строительным материалом для организма человека. Белки в щелочном растворе в присутствии соли и меди образуют комплексное ее соединение, окрашенное в сине-фиолетовый или красно-фиолетовый цвет. По органолептическим показателям качества молока молочный дождик и фермерское подворье показали хорошее качество. Заключение. Целью моей исследовательской работы было определение качества молока по органолептическим и физико-химическим показателям. Подводя итог, можно сказать, что цель работы достигнута и поставленная задача выполнена. После того, как мы изучили литературу по молочным продуктам и провели опыты на определение качества молока, было открыто много интересного и познавательного, что пригодится в дальнейшей жизни. Гипотеза о том, что магазинное молоко может содержать различные добавки, не соответствующие требованиям ГОСТ,
была в небольшом количестве подтверждена, так как мы видели небольшие отклонения от норм во время опытов. Полученные данные свидетельствуют о неплохом качестве представленной продукции на полках села Бердикестях. Спасибо за внимание.